Благодаря проведению таких научно-исследовательских конкурсов дети приобщаются к науке, приобретают новые знания, у них появляется самостоятельность мышления, развиваются навыки исследовательской работы. По всему миру школьники проявляют себя в разных сферах, выходят со своими достижениями на мировую арену. В нашей стране ежегодно между учащимися старших классов по всей республике проходит конкурс исследовательских работ. Каждый участник может проявить свои знания и поделиться своей работой. А сегодня мы проводим ежегодный республиканский конкурс исследовательских работ по самым разным направлениям. Это и филология, это и научные направления, физика, химия, география, наши естественные науки. Поэтому самый широкий набор направлений. Ребята выбирают сами, где они хотели бы себя проявить на уровне школы, потом района, а потом уже и республики. Победители 2 этапов приходят к нам уже на этот конкурс, последний этап сегодня. И, надеюсь, самые успешные, самые замотивированные и талантливые дети проявят себя с лучшей стороны, завоюют свои грамоты, дипломы. Мы будем сегодня наблюдать, у нас ответственное экспертное жюри. Поэтому мы надеемся, что и дети подойдут с такой же ответственностью и порадуют нас своими результатами, изысканиями, исследованиями. Работа над исследовательским докладом развивает интерес к тому или иному предмету, дает базу начальных знаний, которые пригодятся в будущем для поступления в высшее учебное заведение. Так, ученица школы номер 3 Руслана Допуа признается, что физика для нее неотъемлемая часть жизни и вызывает огромный интерес. В конкурсе Руслана участвует не первый раз, но каждый год ответственно подходит к выбору темы и подготовке. Мы готовились, пожалуй, несколько месяцев еще до городского конкурса исследовательских работ по физике. Я сегодня защищаю работу по физике. Моя тема – это фигуры Лисажу. В общем, суть этой работы заключается в том, что общим предметом исследования являются колебания на нити. И в случае, когда тело колеблется сразу относительно 2 разных направлений, получаются особенные фигуры, которые называются фигурами Лисажу. Участники конкурса уделили большое внимание родному языку и литературе, абхазским традициям и этикету. Радует, что молодое поколение не забывает свои корни, проводят исследования и проявляют большой интерес к этой теме. Я подготовила исследовательскую работу на тему абхазские тосты и их последовательности. Начала я ее готовить примерно в начале марта. Я считаю, что мы обязаны проводить такие конкурсы, потому что, во-первых, это распространение традиций, потому что у нас многонациональная страна, и в этой стране нужно продвигать эти наши традиции, и это очень важно. На протяжении всего конкурса в зале царила атмосфера знаний и науки. Все участники уверенно представляли свои работы, но лучших оценило жюри. Ульяна Рожкова, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.